الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الحمد لله رب العالمين Ғалемне юктан бар кылып, безләрне халык кылып, бүгенге көнгәчә тәрбияләп, ризыкландырып, киендереп торучы Аллаһыга барча хәмд сәнәләребез, улуглау, мактауларыбыз булсын. Һәм дә Мухаммад бин Абдулла, Аллаһның хак расулы, тугры пәйгамбәре, шәриф булган кылы, Аллаһы аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына үзенең салават шәрифләрен бирсә иде. Аллаһ субханаһу ва тааля адам белән Хаваны бер-берсендә юаныч, тынычлык, тормыш шатлыгы һәм бәхет тапсыннар өчен җәннәтенә берләштерде. Коръән-и Кәримдә булай дип әйтелгән. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хунна либасул лакум ва антум либасул лахунна. Шул хатыннар турында, гаилә турында Аллаһ Тәгалә әйтә, алар сезгә кием һәм сез аларга кием. Мөхтәрәм җәмәгать, шундый сорау биргәндә гаилә бәхетенә ирешү һәм нәрсә соң ул бәхетле гаилә һәм бәхетне нәрсәдән күрәсез дип сорасак, күп кешеләр әйтерләр мөхәббәттә. Кайберләр әйтерләр дөньяның рәхәтен тоеп яшәүдә. Кемдер сәламәтлектә, кемдер шул малда дип җавап бирерләр. Әмма ләкин һәр мусульман кешесе түбәндәге төшенчәне белергә тиеш, җан белән Аллаһы арасында булган элемтәнең якын булуыннан да зур бәхет юк. Шушы якынлыкны сизеп яшәгән кешедән дә бәхетле кеше юк, мөхтәрәм җәмәгать. Гаилә бәхете дә анда. Шул галимнәр һәрбер яңа әйберне хис итү иң күбе 90 көнгә бара дип әйтәләр. Мәсәлән, яңа кием, машина, фәтир алгач бик куансак та, бу хис 90 көннән соң гадәти әйбергә әйләнә. Еллар буе йорт салсак та, 90 көннән соң ул гадәти йорт кына булып калачак. Яңа өйләнгән егет белән кызның да шушы хисләре бары 3 ай булырга мөмкин, аннан соң алар да гадәти тормыш белән яши башлый. Кызганычка, моны шушы чорда элеккеге хисләр бетте дип аерылыша башлыйлар. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ субханаһу ва тааля адам балаларына дөньяда ләззәтләүнең вакытын кыскарткан, әмма җәннәттә шушы хис мәңге булачак. Бу дөньяда мал да алданмас өчен күзгә күренми. Бу безнең төп максатыбыз түгел. Әгәр дә Аллаһы белән элемтәбез булса, шушы хисебез мәңге булыр иншалла рахман. Мөхтәрәм җәмәгать, шушы хисне булдырып һәм саклап тору өчен бик зур тырышлык куярга кирәк. Моның юлларын күбебез белә. Мәсәлән, фарыз гамәлләрне үтәү, намаз, ураза, хаҗ, закат һәм башка гамәлләр. Күп мусульманлар фарыз белән генә шикләнә. Әмма Аллаһ Тәгаләнең мөхәббәтенә лаек булу өчен нафил гамәлләргә дә күчәргә кирәк. Димәк, икенчесе безнең нафил гамәлләр.
Üçüncüsü zikr, dördüncüsü Kur'an oku, beşincisi izgi gammeller kılu, soңгысы tövbe etу. Bunlar barысы da sınav. Çünkü cennet bulay gına birilmey. Onun beyesi bik kıymet. Şuşu kagide irlerge de, hatınlarga da kagıla. Cemaat, yaxşı yurt salır için köpmü küş, köpmü baylık sarf eterge kirek. Әле bu dünyadagı yurt için gına, cennetteki yurtubuz için köpmü tırışasыбыз бар. Andagı yurtның bölmelerin qarap, hem eğlenip ötür için gına 2 yıl vakit kirek muhtaram cemaat. Qaragız, göz aldığızga kiterigiz. Allah Teala nindey zor yurtlar, saraylar әзерлеген. Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet itile. Ул Peygamberimizden anardan soraganlar cennetning binasından bizge haber bir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulay dip aytdı. Bir kirpişi altından, bir kirpişi kömüştendir. Ул cennetning balçığı bik isli yeferden, tufrağı şefrandır. Vak taşları ince ham yakut taşıdır. Ул cennetke kirgen kişi nimetlenir ham korkmaz, anda мәңгі kalır, ölmez. Onun kiyimleri iskirmez, yaşlığı fani bulmay aytı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu muhtaram cemaat, müminlerinin bulagi, Allah'ın rahmeti bu. Ham bu dünyada onun rahmetine erişi için tırışırga kirek. Gailedagi yaxşı münasebetni tüzü üçün har kişi birinci aşraqta o'zi terbiyeli, imanlı ham sabır bulurga tiyiş. Kur'an-ı Kerim'de bulay deyilgen. Bismillahirrahmanirrahim. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Әллә siz kişilerge iyilik emir itile тұрып та өз-өзләрегезне unutasız mı? Siz bit kitap okuysiz, haman akılga oturmuysız mı? Soruy Allah Teala. Bu ayet vaaz söylep de söylegen bilen amel kılmаушылар hakkındadır. Kur'an bizge başta kimçilikni özübizden izlep, anları anın üstünde işlerge kuşa muhterem cemaat. İnşallah Rahman. Muhterem cemaat, elbette kıyamet gününde her birimiz cennetli bulası gelir. Lakin cennetke layık buluruz miken? Şeytan, ol düşman, onun vesvesinden saklanır için iman, takvalık hem ilim gerek. Qaragız, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz hadisinde şulay aytken, kılgan gameller bilen bir kimde cennetli bula almay, Allah'ın rahmeti bilen gene cennetli bula alabız degen. Rabbimiz Allah Teala özünün rahmetine erişilerimizni nasip etse idi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Muhterem cemaat, уважаемые братья, Всевышний Аллах Раббуль Изза соединил в раю Адама и Еву для того, чтобы они обрели друг в друге успокоение, радость жизни и счастье. Аллах говорит про мужа и жену так: ваши жены одеяние для вас, а вы одеяние для них. То есть мы оберегаем их, а они нас. Вот такая формула семейного счастья. Хотя если задать этот вопрос людям, то все ответят по-разному. В чем же оно, семейное счастье? Большинство скажет в любви, кто-то в жизненных радостях, в здоровье, в детях, в богатстве. У каждого будет свой ответ. Так что же, если человек потерял любовь или не найдет вкус жизни, то будет несчастным? Навряд ли. Потому как все это приходящее. Сегодня есть любовь, завтра ее нет. Или богатство, деньги, мухтарам джамагат, то же самое. Мы же, как мусульмане, как верующие, знаем одну непреложную истину. Да?
что самое большое счастье в обоих мирах, и оно не временное, не приходящее или уходящее, это близкая связь между нашей душой и Господом, Всевышним Аллахом Раббуль Изза, который ее сотворил. И нету счастливее человека, который живет, чувствуя эту близость со своим Создателем. Альхамдулиллях. Мухтарам Джамагат, такой интересный факт. Вы и сами, наверное, замечали, что наши чувства сохраняются к чему-либо новому, например, несколько месяцев. Например, мы приобрели новую одежду, или мы купили машину, квартиру. Мы очень этому радуемся, но через буквально 3 месяца это чувство становится обычным. И мы не испытываем той радости, что была в начале. Даже если мы дом строили несколько лет, когда строили, через пару месяцев он превращается в обычный дом. И так во всем, Мухтарам Джамагат. Даже поженились молодые, парень, девушка, любовь переполняет, через какое-то время начинают жить обычной жизнью. И, что печально, иногда разводятся под предлогом «прежние чувства закончились, любовь прошла». Вот такие говорят слова. Мухтарам Джамагат, в этой дунье все временно. И Аллах Всевышний для детей Адама сократил время получения наслаждения этой жизни. Сладость от момента получения чего-то нового очень коротка, потому как эти чувства будут вечными только в вечном джаннате, в вечном раю. Пусть эта дунья не обманывает нас, и, иншаллах, не обманет, если у нас будет связь с Аллахом. И чтобы сохранить эти чувства и эту связь, нам надо очень много стараться. И мы эти пути с вами знаем. Например, первое – это соблюдать фард, обязательные действия, обязательные деяния каждого мусульманина. Это и намаз, и хадж, и ураза, и закят, и другие благие обязательные дела. К сожалению, некоторые мусульмане ограничиваются только положенным, забывая и оставляя нафиль, дополнительные деяния. Но если мы хотим заслужить любовь Аллаха, нужно соблюдать и дополнительные сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, первое это фард, второе это нафиль, третье это зикр, четвертое это Кур'ан, пятое праведные дела и последнее таубе, покаяние. И это все испытание, потому как джаннат просто так не дается. Его цель очень высока, и это правило касается как мужчин, так и женщин. На самом деле, если мы строим хороший дом, сколько тратим сил или сколько уходит у нас средств. И это только дом в этом мире. А чтобы заслужить дом в раю, сколько же надо стараться? А мы, Мухтарам Джамагат, стараемся ли? Что мы делаем для этого? Достаточно ли мы делаем? Ведь дом в раю – это такая милость Аллаха, даже просто обойти все комнаты в этом доме надо больше 2 лет. Представьте только себе, какие прекрасные дома и дворцы приготовил Создатель для праведных верующих, которые берегут с Ним свою связь. Мухтарам Джамагат, Всевышний в Коране поведал нам очень интересный разговор о людях, которые попали в джаннат. И вот эта история. Они повернулись друг к другу лицом, общаясь и расспрашивая. То есть верующие находятся в раю, Всевышний передает нам их разговор. Они говорят, то есть этот человек говорит, один из собеседников припомнил, поистине, он говорит, у меня был друг, товарищ, постоянно повторявший, ты что, веришь тому, что написано в Священном Писании? Веришь тому, что говорят верующие? Разве возможно, что умерев, превратившись в прах, в истлевшие кости, мы будем воскрешены? Станем выплачивать по счетам.
отвечать за то, как прожили жизнь земную и на что истратили предоставленные возможности и блага. Да ты с ума сошел, такое невозможно. Вспоминает вот этот человек в раю слова своего друга в этой жизни, в этой дунье, который его пытался сбивать с пути. Да, был у меня такой убежденный друг, и теперь мне интересно, какова же его участь. Вы не хотите вместе со мной подняться повыше и посмотреть? Обратился он к слушающим его. Он посмотрел вдаль и увидел того в середине Джаханнама, пораженный увиденным, и в негодовании он воскликнул: клянусь Аллахом, да ты ведь чуть не погубил меня своими убедительными умозаключениями, своими далилями, доказательствами. Я чуть не поддался на твои уговоры оставить набожность, заботу о будущем и грешить сполна. Если бы не милость Аллаха, если бы не милость Господа, то, говорит этот человек, я бы, говорит, попал в немилость к Создателю. Я бы, говорит, пропал. И оказался бы, говорит, в аду. Обитатели рая, напоминая себе о божественной милости и щедрости, скажут: один раз мы умерли, завершив тем самым период земного пребывания. Но теперь мы бессмертны, и мучения нас больше никогда не постигнут. Это рай и Божья опека навсегда, это поистине величайшая победа, говорится в этих аятах Корана. Мухтарам джамагат, истинное счастье в этом, в этой связи с Аллахом. И наше семейное счастье этой жизни зависит в том числе от того, какие мы, есть ли у нас вера, воспитание и терпение. Ведь в Коране говорится: неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению самих себя? Ведь вы читаете Писание, неужели вы не образумитесь? То есть это аят про тех, кто говорит, но сам не делает того, что говорит. Коран велит нам сначала найти недостаток в себе, а затем работать над этим недостатком, исправляя его. И также в семейной жизни быть примером самому для супруги, для детей, заслужить милость Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не дела ваши введут вас в рай, а лишь по милости Аллаха вы войдете туда. Аля инна ахсаналь калями ва аблига низам калямул малик аль-азиз аль-аллам, кама каля تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين. بسم الله.